Она разместила изображения, а также изображения, содержащие текст, признанные экстремистскими. Эти изображения вызывают ненависть и вражду по отношению к тем лицам, которые поддерживают официальный курс России в украинском вопросе, в том конфликте, который был между Украиной и Россией. Здесь вопрос о том, что ее взгляды, она их выражала по месту своей работы, в переписке с другими лицами, в общении с другими людьми. Это именно призывы. Она выражала свою позицию активно, не только лайком, не только репостом, но и в своей повседневной жизни, на работе, общаясь с людьми в переписке. Все это было исследовано судом. Обвиняют в разжигании межнациональной розни и в экстремизме. 282 статья, хотя я всегда только выступала за мир, дружбу между народами и против войны. Просто у меня антивоенная позиция, что никакой народ не должен шельмоваться ни фашистами, ни врагами другого народа. То есть как бы в каждом народе что-то есть плохое, хорошее, и то есть если мы во всем мире так будем друг к другу относиться, то мира у нас не будет. То есть мир был завоеван когда-то более уже 70 лет назад миллионами жизней погибших. И то есть мы снова не должны так вот эту хрупкую грань нарушить. Вот для ознакомления, для личного я просто взяла себе на страничку стихотворение как альтернативную точку зрения. Ну, как бы нашим спецслужбам показалось это криминальным. Там же на суде сказано, что разжигание добровольцам, воюющим на стороне Донбасса, ну то есть как бы вот, что украинский народ называет их оккупантами, но по крайней мере украинцы на своей земле, так что они, то есть точку зрения Украины как бы я вот запостила и получилось такое вот.